Многие из вас слышат в наших мечетях, к сожалению, прежде чем где бы то ни было: гневайтесь, ненавидьте, они ваши враги. Не найдешь ты среди тех, которые уверовали в Аллаха и в судный день, таких, которые обмениваются любезностями с врагами Аллаха и Его посланника. Аяты, хадисы, слова сахабов, сказал Ибн Мас'уд: «Я ненавижу тебя ради Аллаха. Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии». Мы часто слышим такие слова, не так ли? Аяты бесспорны. Достоверно, что Аллах сказал их. И множество подобных хадисов были переданы от нашего господина Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Однако проблема заключается в контексте, в котором мы приводим эти аяты и хадисы как доказательства. Аллах сказал мне: иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии. И я знаю это. Но почему это стало средством для совершения неправильных вещей? Ведь тот, кто не спаслал в сердце нашего господина Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, слова «иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии», также не спаслал аят. Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят: «Мы христиане». About following the Jews and the Christians is the same one that also revealed to him the verse that indeed that you will find the closest of them to you in love are those that say that we are Christians. Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют высокомерия. That is because among them are priests and monks, and also because that they are not haughty. Тот, кто не спаслал тот аят, наказал нашему господину Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, научить нас тому, что муслиму можно жениться на девушке из числа Ахлюль Китаб. This same one, the Allah who revealed this verse to Sayyidina Muhammad is also the same one who permitted a Muslim to marry a woman that was from the people of the book. Будет ли правильным для вечного, божественного шариата сказать мне: женись на ней, но вместе с тем ты обязан ненавидеть ее? Is it sensible to think that we have a sacred law that transcends time and space? That says you can marry a woman from the people of the book, but you can't love her. Разве такое возможно? То, что я потратил 10 минут лекции на прояснение подобного вопроса, является проблемой. This is a problem that I have to take 10 minutes of my lecture to even pause to emphasize this meaning. Состояние, к которому мы пришли, из-за которой мы должны убеждать друг друга в том, что наш дин, я не скажу, побуждает нас к любви, но иногда разрешает нам ее проявление. Это катастрофа. Это не соответствует дину, которому меня учили. Нет. Никогда, никогда. Когда я слышу некоторые призывы, которые, к сожалению, произносятся с именем религии, я задаюсь вопросом: разве это ислам? Это не то, чему я учился. Это не то, что я познал. Это не то, чем я жил. Наша религия научила нас хорошему отношению к соседу, заботе о нем и соблюдению самых тонких моментов в отношениях с ним. Но разве это возможно вместе с ненавистью к нему? My religion taught me that I'm supposed to interact with my neighbor, and I'm supposed to do good things for them, and such that we find very fine, detailed etiquettes in relation to this. Is it conceivable that then it's going to tell me to hate him? Даже если другие люди причинят нам вред, мои братья,
Аллах известил нас о том, что некоторые из них будут причинять вред нам, вредить нашему имуществу, нашей жизни и нам самим, нашему образу жизни, нашей культуре. Аллах известил нас об этом. Это не ново. Аллах сказал: вы непременно будете испытаны своим имуществом и самими собой. И вы непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, и от многобожников множество неприятных слов. Множество неприятных слов. Множество. Чем же мы должны отвечать? Аллах говорит: но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость. Это Коран.